Другая проблема, более глобальная в 21 веке, это положение девушки или жены в семье. Выбирать ли ей семью или строить карьеру? На самом деле тоже двоякий вопрос, потому что все будет зависеть от девушки. Почему от девушки? Да, во-первых, от того, как построено у нее в семье и как ее воспитали. Потому что есть родители, которые уже 18 лет готовы выдать девушку замуж, чтобы она уже в более молодом возрасте родила большое количество внуков, да, и потом уже их, то есть родителям родила внуков, и чтобы потом уже она реализовывала себя после того, как родит определенных детей и после того, как выйдет, например, из декрета. Но есть часть таких женщин, то есть девушек, которые сначала обязательно должны построить карьеру. Больше так развито в западных странах. Вот, в Америке это очень часто практикуется, там девушки, точнее женщины, не рожают раньше 32-34 лет. А в наше время сейчас в России 34 года это как старая дева принимается. Но я хочу сказать, что 21 век, на то он и 21. Это век цивилизации. Я считаю, что в любом случае девушка должна получить определенное образование, потому что никто не знает, как сложится ее жизнь. И в любом случае у девушки должна быть корка какая-то с дипломом и с профессией. Почему? Потому что в любом случае, в любой момент может произойти так, что надо будет идти искать себе работу, но желательно работу по профессии, потому что она более высокооплачиваемая. Да, другие работы, конечно, тоже, но в любом случае по диплому работать круче. В моем случае в медицинском это будет примерно так. Обязательно закончить 6 курсов и потом хотя бы где-то потренироваться, хотя бы закончить ординатуру, а только потом семью. Почему? Потому что если совмещать семью и учебу в медицинском, это почти нереально. Поэтому обычно все девушки, которые учатся в меди, они где-то уже выходят замуж на 5-6 курсе, потому что там уже легче. Там уже вот у тебя есть почти диплом на руках, и нет вероятности, что тебя отчислят из-за того, что ты не будешь успевать как бы следить за детьми и за мужем. Но в любом случае, в 21 веке есть две тенденции. У меня очень много знакомых девушек, которые родители хотят уже в 20 лет выдать замуж. Только потому, что у них так принято в семье. То есть 20 лет вышла мама, в 20 лет должна и дочка выйти. Но, слава богу, в моей семье такого нету. Родители всегда с пониманием относятся к моему выбору, и они знают, что в любом случае я сначала выберу карьеру, а потом только уже детей. Но если выбирать, например, между карьерным ростом уже и семьей, я выберу семью, потому что карьерный рост может подождать. Да, в любом случае у меня будет еще время, чтобы где-то себя реализовать больше, например, стать уже главврачом из врача. Вот, а главное сейчас, вот до вот этой вот периода врач и главврач, например, или до второй профессии врача, нужно будет поставить на ноги семью тоже, потому что все-таки возраст ограничен, чтобы рожать детей, да. Ну, считается 28-34 года, это прям такой пик, хороший пик для медиков, поэтому я надеюсь, что у меня все получится, но дело в другом. Дело в том, что сначала обязательно девушка должна себя реализовывать. Я всегда говорю, что самое главное для девушки – это развитие. Неважно, какое развитие. Она должна выходить в общество, чтобы показывать себя, чтобы она сама себя развивала, общалась с другими людьми и правильно училась себя подавать. Это очень важно в 21 веке. Поэтому самое главное сейчас для девушек, да, неважно, выберет она семью либо карьеру, это она должна развиваться. Поэтому я думаю, что большинство девушек ответит, что это все-таки карьера сейчас, но и будут девушки, которые скажут, что для них семья важнее, чем работа или та же самая карьера.